В пятницу вечером в центре Любляны собрались огромные толпы людей. Всем привет, с вами Хельга Вайт. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. 28 ноября Любляна зажгла праздничные огни. Таким образом, столица официально вступила в рождественский период. Заработала праздничная ярмарка, домики с подарками, сладостями, уличной едой и горячими напитками. На празднике присутствовал мэр Любляны Зоран Янкович, кстати, он как раз и зажигал праздничные огни, а также премьер-министр Словении Роберт Голоб. Новогодние украшения в Любляне остались точно такими же, какими были в прошлом году, позапрошлом году и позапрошлом году. Мне кажется, пора уже Любляне обновить свой новогодний дизайн. Хотя, с другой стороны, какая экономия? Известный славянский футболист Тима Матауш жестоко издевался над своей женой. Он ее избивал, душил, забрал у нее банковскую карточку, ограничивал ее общение со своей семьей, издевался также над их детьми. И в итоге за такое жестокое обращение со своей супругой известный футболист получил всего лишь штраф 2790 евро. Как вы считаете, это соразмерное наказание для футболиста или приговор слишком мягкий? Мужчина в итоге признал, что избивал жену, преследовал ее и ограничивал ее свободу. Он также установил приложение для слежения на ее мобильный телефон. И ей приходилось носить GPS-трекер в кошельке. Он неоднократно бил ее головой о стену и бросал в нее разные тяжелые предметы. Он также неоднократно угрожал ей убийством и отбирал у нее детей. СМИ запросили у полиции данные о количестве случаев фемицида, произошедших в Словении за последние годы. В статистике они регистрируются не как фемицид, а как убийства и непредумышленные убийства, жертвами которых являются женщины, а преступниками – бывшие или нынешние партнеры или супруги. В 2022 году 7 женщин были убиты своими мужчинами. В 2024 году были убиты 5 женщин по вине партнера или бывшего супруга. А в 2025 году словенская полиция вообще не регистрировала такие случаи, как фемицид. Убийство женщины по половому признаку. Футболист остался таким решением суда очень довольным. Он продолжит играть в футбол и измываться над своей супругой. В Словении провалился закон об эвтаназии. 23 ноября в Словении прошел референдум о добровольном уходе из жизни с помощью медицины. 53% людей проголосовали против данного закона. Сторонники закона, активисты и медики глубоко разочарованы. Они заявили, что через год будут снова добиваться принятия этого закона. Сторонники уверены, что право на достойный уход из жизни для неизлечимо больных – это вопрос гуманности и достоинства человека. Противники данного закона заявляют, что это противоречит конституционному положению о неприкосновенности человеческой жизни. Они также опасаются, что легализация умирания может подорвать ценность жизни, особенно у уязвимых групп – пожилых, больных и инвалидов. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. А как вы считаете, нужно принять этот закон или все-таки пока еще рановато? Муниципалитет города Марибор купил автомобиль премиум-класса аж за 85 тысяч евро. Причем автомобиль был не новым. Они уже прежде заплатили за аренду данного автомобиля 25 тысяч евро. То есть в итоге муниципалитету этот автомобиль обошелся аж в 100 тысяч евро. Эта покупка вызвала огромное возмущение местных граждан и разразился скандал. Мэр города Александр Арсенович, звучит как Александр Арсенович, объясняет покупку тем, что автопарк устарел. Самому молодому автомобилю уже больше 14 лет. По его словам, покупка нового автомобиля будет экономичнее, чем использование старых машин. Решение вызвало бурную реакцию среди горожан. Многие удивлены стоимостью машины и задаются вопросом, действительно ли мэру необходима такая дорогая покупка на фоне проблем с дорогами и другими городскими расходами. Мэр же уверяет, что новая машина нужна для эффективной работы муниципалитета, но обсуждения в обществе не утихают.
В Словении произошел вопиющий случай вандализма или просто человеческой глупости. Мужчина на джипе заехал на площадку, куда приземляются лыжники, прыгающие с трамплина. Выпал свежий снег, и мужчина просто решил ради удовольствия подрифтить на этой площадке. Даже, видимо, не подумав, что под снегом находится дорогостоящее покрытие. Спортивный центр Планица оценил ущерб в 20 тысяч евро. По камерам наблюдения смогли установить, что на автомобиле были боснийские номера. Злоумышленника, к сожалению, еще не поймали, но ему грозит огромный штраф. Скорее всего, ему придется продать свою машину, чтобы покрыть этот штраф. В Мариборе бабушка получила серьезные травмы из-за вертолета. Во время посадки спасательного вертолета на площадку возле больницы сильный поток воздуха сдул пожилую женщину с пешеходной дорожки. В результате она сломала бедро и запястье. В итоге ответственность за данное несчастье никто не хочет взять на себя. Пилот, в свою очередь, сказал, что он садился на положенное место на вертолетную площадку. Бабушка сказала, что я просто шла по пешеходной дорожке. Владелец дорожки сказал, что дорога проложена по всем законам и имеет строительное разрешение. Больница, в свою очередь, сказала, что инцидент произошел не на их территории и что за безопасность посадки вертолета обычно отвечают пожарные. Пожарные же сказали, что они отвечают только лишь за пожар. Ситуация зашла в тупик, но, скорее всего, ограничатся просто установкой знака, предупреждающего о сильном ветре при посадке вертолета. В Словении открыли уникальный туристический объект – первый в мире фонтан с оливковым маслом. 26 ноября, в день оливки, в деревушке Морезиге, около города Копер, торжественно запустили фонтан, из которого вместо воды течет настоящее экстра-virgin оливковое масло. Каждый посетитель может приобрести жетончики и набрать себе порцию масла. Местные жители надеются, что новая достопримечательность привлечет к ним туристов и просто любителей оливкового масла со всего мира. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. В Словении наблюдается серьезный демографический спад. Словенцы просто не хотят рожать. Да, оно и понятно с такими ценами на жилье. Рождаемость падает, и страна уже столкнулась с последствиями. В 2024 году родилось всего 16 875 младенцев. Средний показатель – около 1,5 ребенка на одну женщину за всю жизнь, что значительно ниже минимального уровня, который должен составлять 2,1 для необходимого естественного возобновления населения. Стабильно с 2017 года в Словении умирает больше людей, чем рождается. Что это означает в целом для страны? Стареющее население, нехватка трудовых ресурсов, давление на пенсионную систему и медицину, а также рост зависимости Словении от мигрантов и иностранных рабочих. Чтобы компенсировать убыль населения и иметь рабочие руки, правительству Словении приходится лояльно относиться к миграционной политике. У 31-летнего словенца полицейские изъяли 12 килограмм кокаина, а также 25 килограмм амфетамина, 7 килограмм конопли и более 20 тысяч таблеток экстази. Молодой человек использовал свою квартиру в Любляне для хранения и продажи запрещенных веществ. Надеюсь, что подозреваемому не удастся избежать серьезного наказания, сославшись на то, что он хранил все эти вещества исключительно для личных целей. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от -2 до +6, пасмурно. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Пока-пока, Друзья, до новых на этом встреч. мои новости закончились. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока, до новых встреч.